Что если бы у целого народа появилась возможность воплотить в жизнь свою мечту о свободе? Сегодня мы как раз и погрузимся в один текст, который рисует очень яркую картину такого будущего для уйгурского народа. И это не просто какой-то политический анализ, а скорее глубокое размышление о свободе, достоинстве и надежде. И все начинается, по сути, с одного этого мощного вопроса, который ставит автор. Эта фраза, она как отправная точка для целого видения будущего, полного живых деталей и, знаете, очень глубоких эмоций. Ну что ж, давайте разбираться. Автор, надо сказать, сразу берет очень высокую ноту. В его видении независимость — это не просто какое-то локальное событие. Нет, это историческая победа для всего человечества, победа справедливости, свободы и прав человека. Но вот эти все большие слова, а что они значат для обычного человека в его, так сказать, повседневной жизни? И вот тут-то исходный текст рисует нам очень живую, очень подробную картину. Давайте посмотрим, из чего же она складывается. Только вдумайтесь, начинается все со звука, с музыки. Текст рисует нам картину, где уйгурская музыка просто свободно льется на улицах Урумчи. Это ведь такой мощный символ, символ возрождения культурной жизни, который больше никто не подавляет. А следом идет что-то очень личное, очень человеческое, воссоединение семей. В этом мире, который представляет автор, матерям и отцам больше не нужно жить в страхе за своих детей, с которыми их разлучили. Это картина колоссального облегчения. Но и, разумеется, куда же без символа — национальный флаг, который, как пишет автор, будет развиваться совершенно свободно. Такой, знаете, яркий образ национальной идентичности, которую можно проявлять открыто и без всякого страха. И вот, пожалуй, самое главное — это конец страха. Текст делает на этом особый акцент. Жизнь без постоянной слежки, без угрозы лагерей, без репрессий. То есть это фундаментальное изменение самой атмосферы в обществе. И вот здесь хорошо видно, как автор представляет себе полное культурное возрождение. Это не просто один какой-то аспект. Смотрите. Родной язык, который звучит повсюду. Мечети, в которые можно прийти без всякого государственного контроля. Своя история, своя литература в школах. И национальные праздники, которые отмечаются по-настоящему, от души, а не для галочки. То есть это такое комплексное видение, как будто заново сшивается вся культурная ткань нации. Но эта мечта, это видение, оно ведь не замыкается на себе. Автор смотрит гораздо шире, вовне, на мировую арену. Давайте посмотрим, как он это выстраивает. И вот что здесь по-настоящему интересно, так это геополитические амбиции. В тексте «Восточный Туркестан» это не просто страна, это своего рода мост. Мост, который соединяет тюркский мир, Центральную Азию, Турцию и Запад. Речь идет о дипломатии, о торговле, о том, чтобы стать, таким важным культурным и политическим перекрестком. Хорошо, а что с экономикой? Источник описывает ее потенциал как огромный. И вот тут мы видим ее ключевые опоры – торговля, туризм, сельское хозяйство, ремесла и, что очень важно, устойчивое развитие. Вся идея в том, чтобы люди могли строить свое будущее сами, уверенно и свободно. Итак, до сих пор мы говорили о такой, знаете, вдохновляющей мечте. Но в какой-то момент автор делает резкий поворот. Он напоминает нам, что вся эта прекрасная картина – она очень сильно контрастирует с тем, что подразумевается под реальностью. И вот звучит этот прямой вопрос. Но все это пока мечта. Эта фраза, она как ключ ко всему тексту. Она заставляет остановиться и задуматься, а почему, собственно, эта мечта? Что породило такую сильную потребность в ней? И вот тут-то и кроется вся суть. Посмотрите на этот контраст, который заложен в тексте. С одной стороны, мечта о свободе слова, с другой — подразумеваемый страх говорить правду. Празднование культуры против ее уничтожения. Семьи вместе против семей, которых разлучили. Жизнь без страха против жизни под тотальным контролем. Становится понятно, что эта мечта — это не просто фантазия, это прямой выстраданный ответ на очень тяжелую реальность, даже если она не описывается в деталях. Так к чему все это? В чем главная цель этого видения? Автор подводит нас к финальной и, пожалуй, самой важной мысли, и она выходит далеко за рамки политики. Ведь свобода, как утверждает автор, не падает с неба. Она требует действий. И в источнике выделяются 3 таких ключевых шага – бороться, говорить и помнить. Это призыв к действию, а не к пассивному ожиданию. И вот, наконец, главная мысль, стержень всего текста. Свобода для уйгуров — это не вопрос политики, это вопрос человечности.
Таким утверждением автор пытается полностью переформатировать дискуссию, апеллируя к нашей общей моральной ответственности. Так что в итоге? А в итоге автор говорит нам, что все это не просто красивая картинка, не пустая фантазия. Это цель, это будущее, за которое, по его мнению, стоит бороться. И вот в этом-то и заключается сила этого текста. Он дает не просто образ, он дает мотивацию. И финал, который оставляет нас с очень сильной мыслью. Когда этот день настанет, это будет победа не только одного народа, это будет победа всех, кто не молчал. Мощное напоминание о том, что солидарность — это сила, а молчание — это тоже выбор. Согласитесь, заставляет задуматься.